канале Клевая Рыбалка. Меня зовут Вячеслав. Мы находимся в Якутии. Сегодня у нас рыбалка с Сергеем Вавилиным. Это подписчик, который выиграл поездку на Клевую Рыбалку. Такая у нас сегодня будет поисковая рыбалка, плюс заготовка дров для нашей палатки. И вот так вот с утра мы прогреваем наш снегоход. Из термоса поливаем горячей водой, чтобы он немножко у нас отошел и запустился. Потому что, как вы знаете, в Якутии с морозами все нормально. Оба! Такое сегодня у нас утро. Сергей с утра уже наловил здесь нам кучу рыбы. Вот такой вот сиг классный. Два таких сига, щучка небольшая. Это мы вчера строганину делали. Ну, в основном окуней отпускаем. Нужно немножко сорожки. Сорожку будем брать. Вот. И щук будем забирать, потому что рыбак, который здесь рыбачит, он нечаянно заморозил свои сети. Человек хотел рыбу наловить, но не получилось. И мы решили ему помочь. И вот выловленную рыбу, щуку, ему подарим, так скажем. Ну, отдадим, чтобы он ее там реализовал, там, может, он хочет немножко денег заработать, может, себе для еды. В общем, мы с Сергеем решили вот ему помочь вот таким вот образом. Вон там сидит рыбак Владислав. Сейчас к нему подъедем, тоже посмотрим, как уловы. Может, возьмем интервью. Ну вот, друзья, возвращаемся назад, потому что бензопила не завелась. Пару дровин нашли вот с берега. Сергей на обратном пути решили порыбачить. Ну как, проверить просто. Вот Сергей тут на каждом забросе, говорит, у него поклевка. Забагрился, да? Под подбородок. Бил я его. Под подбородок забагрился. Ну вот. Сейчас щука нам. Вот, посмотрите, две валежины нашли. Бензопила что-то не завелась. Вообще. Хочет, но не может. Странно. Бензин-то вроде есть. Ну, он есть, но его мало. Но он все равно должен брать. А может, это фильтр засрался, да? Ну, бензиновый. Бензиновый? Может, из-за этого? Ты думаешь, бензин не поступает? Да мне кажется, поступает, что? Он же пыхает, пух. Чё?
Тоже окунь. Да, притихли. Видишь, как подоплыл. Ты откуда взялся, друган? Значит, щуки нет, это мелкий окунь тусуется, да? Ну. Здесь рыбы нет. Так, последний. Одни окунь. Рыб-то нету. Никакой. Ага. Рыб-то нету, говорю. Кроме окуня. В общем, друзья, тут рыбы нет. Одни окуня. Ну вот, друзья, настал новый день. Мы уже тут с Сергеем как бы сливаемся уже потихоньку с местным колоритом. Вот, можем даже вот с берегом слиться. Здесь палатка стояла, вот Шамиль рыбачил. Он, друзья, вот оставляет нам дрова, подарил, ну, дарит нам свои дрова, короче. Палатку он свою забрал. Он будет там строить домик, поэтому вон он сам стоит, вон он ходит там. Доски таскает. Вот у него тут лыжи, он тут разведку делал на озере. Сейчас мы сейчас, друзья, забираем дрова и едем вытаскивать наш телефон, искать. Вкусный. Так, сегодня у нас Сергей отправляется. Хотели было бы улететь, но не тут-то было, да. И вот он пробует национальный напиток, ну как, местный бырпах. Просто вот взяли, вот сидели, разговаривали сегодня вот за бырпах, и он решил попробовать его. Вот. Ну как впечатление? Да, интересный вкус. Как квас, да? Что-то среднее. Ну, типа такого, да. На самом деле вкусная штучка. Да. Вот. Ну а мы, друзья, вчера, значит, пробовали вытащить наш телефон спутниковый, но не смогли. Ну, практически было получилось. Да, но сегодня мы до конца додумали, как это можно сделать. Еще несколько способов. И Сергей должен был сегодня улететь, а я должен был встретить Сергея Соболевского. И, к сожалению, самолет отменили. Поэтому мы сейчас будем еще ему билет Якутск-Новосибирск менять. И завтра надеемся, что он сможет улететь. Завтра появится такое окошко. А послезавтра опять ветер, снег, пурга, метель. И поэтому... И рыбалка у нас, ну, получилось как получилось, в общем. Надеюсь, Сергей доволен рыбалкой. Все получилось отлично. Хотя, конечно, там не сказать, что прям такая прям, ну, суперская рыбалка. Ну, обычная наша вот такая. Ну, погода, что делать? Ну, погода, да, что сделать, да. Тут с погодой, да, против погоды, как говорится, вообще никак не поспоришь. Ну, наловился я от души. Да, вот. Поэтому давайте пожелаем Сергею удачи в жизни. Может быть, когда-нибудь еще, может, и свидимся. А вас, друзья, я попрошу поставить лайк, написать ваш комментарий, можете поделиться с друзьями. Вот. Ну, на втором канале у меня, на лайв-канале тоже очень много всякого сюжета я снимал. Там можете смотреть. И, конечно же, в сообщество ВКонтакте Клевая рыбалка лайв. Там ролики выходят чуть пораньше. Подписывайтесь. Всем пока. Я считаю, думаю, уверен, что любой человек, который занимается
увлекается такими мероприятиями, будет безумно счастлив побывать в таком месте, половить такую рыбу с такой частотой поклевок, такими размерами. Душевно и приятно провести время со Славой. Позвонил телефон, и Слава мне в прямом эфире сообщил эту новость. Сразу как бы осознать это было очень непросто. Эмоции уже я испытал грандиозные. Созвонился со Славой, все обговорили. Сказал, давай, собирай сумку, носки, трусы и тапки. Ну, это я так образно. Бери теплые вещи и приезжай. Остальное все у меня есть, предоставлю. Это было просто не то, что было, останется и будет просто незабываемо. В общем, все прошло очень круто. Комфортное проживание в палатке, отличная рыбалка, чудная жаркая баня, которая стоит посреди реки, теплый туалет, что очень тоже хорошо. И само общение со Славой приносит только огромные положительные эмоции, и это время пролетело просто незаметно. Все было здорово. Я не ловил таких крупных щук, таких больших окуней я не ловил. И эти окуни такого размера могут клевать один за одним 10 штук подряд. 10 трофейных окуней. Да, были тоже сиги, вполне хорошие едовые сиги, которые мы построгали, с большим аппетитом скушали. Все организовано на высшем уровне. Кто хочет купаться в теплом бассейне, тот, естественно, отправляется в другую географическую точку земного шара. А тот, кто увлекается вот таким видом, тому вот таких условий, я считаю, просто за глаза. Все супер. Могу пожелать только всего самого наилучшего. Дай бог это у вас работает, идет, процветает. Вы огромные молодцы, что занимаетесь таким делом, приносите людям такие огромные эмоции там по своим роликам, тем более осуществляете вживую вот такую шикарную, незабываемую, самую лучшую рыбалку в мире. Только процветания, успехов, здоровья и всего-всего самого наилучшего. Что я могу сказать следующему победителю розыгрыша? Братан, ты нереально большой счастливчик. И тебе белой завистью завидуют все везде и всюду. Потому что ты попадешь в такую атмосферу, в такую рыбалку. Ты реально счастливчик. Поздравляю.